Вот так выглядит тростник. Реброплодник уральский на природе. В таком виде растет, вот такое у него соцветие. Вот это единственный вид этого семейства, из него делают курай. А другие виды уже не подходят уже. Вот она внутри полая, поэтому это уже готовый материал. Из него уже делают курай. В размере обычно этого инструмента обычно выбирают, да? В размере инструмента. Поэтому бывают и высокие, бывают и короткие. Вот на иремеле, на макушке иремеля они не могут высоко расти. Там такие маленькие тростники растут. Но они созревают в августе, где-то 20 числа уже их можно собирать. Сейчас тоже можно собирать, но уже в конце они уже свой презентабельный вид теряют, они уже черными становятся, да? Щели появляются, поэтому уже качество звука будет уже другое. Они все тоже разные, поэтому у них звук тоже разный. И каждый курай по-своему будет звучать. И что интересно, я наблюдал, иногда вот шикарный такой тростник может не так играть. Иногда вот кривые такие тонкие тростники, из него делаешь курай, такая мелодия исходит. Вот это тоже вот очень интересно. Я сам тоже до сих пор иногда удивляюсь. Срезаешь, и в комнатном температуре они находятся, поэтому они вот в таком виде всегда. И инструмент тоже в таком виде хранится, но годами у него мелодичность тоже может как бы меняться, еще лучше играть, поэтому есть такое даже. Но они долго хранятся, долго можно хранить. Это же тоже зависит от износа. Если будешь постоянно играть, конечно же, они быстро изнашиваются. Если будешь, конечно же, просто лежать, как сувенир, если будет лежать, конечно, будет долго лежать. И вот эта идея созревала потихонечку, и это начал показывать уже здесь в музее, во время Ночь музеев, там Ночь искусств. И вижу, что народ заинтересован, поэтому потом уже директор наш Национального музея Зулькарнаев Марат Минигалевич, он предложил разработать вот такую программу, где там мы показываем вот национальные инструменты, знакомим и делаем вот курай. Сейчас я покажу, как из тростника сейчас мы сделаем курай. Я покажу самый простой способ. Этот курай каждый может сделать для себя. Для этого мы срезаем тростник. Вот так он выглядит.
И единственный вид вот этого тростника, этот тростник, реброплодник уральский, он внутри полый, уже готовый материал. У него нет перегородок. И вот это одна сторона у него тонкая, одна сторона толстая. И обычно дуют всегда в толстую сторону, а тонкую сторону на тонкой стороне делают отверстие. Здесь уже у нас более видно, да? Вот у нас готовый курай. Вот на тонкой стороне идет отверстие. В башкирском курае вот 4 отверстия: лицевой стороне и 5 сзади. Вот и сейчас мы с вами вот это и сделаем. Так, для этого мы находим, вот берем курай, нам помогают измерить расстояние наши руки и пальцы. 8 акватов, обычно 8 или 10, но самый традиционный это 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Даже есть стих. Вот. Курай, ау, қайда өстің урманда, кем қырықты курайсы, не үшін ойнарға. Вот это у нас размер курай будет. Он обращается к кураю, да? И курай говорит. Ау, что говорит? Қайда өстің, где, говорит, рос? Он говорит, урманда, в лесу. Кто срезал? Кем қырықты? Кто срезал? Он говорит, курайский срезал. Для чего, говорит? Уйнарға, ну, играть. Вот такая считалочка. Вот. Так. И дальше вот на этой стороне мы будем делать отверстие. Расстояние первого отверстия будет 4 пальца. Вот. Кладем 4 пальца, вот здесь будет первое отверстие. И берем ножичек и делаем аккуратненько первое отверстие. Следующее отверстие будет уже от этой отверстия 3 пальца. Вот где-то вот здесь будет. Второе отверстие. А где берете тростник, ездите в Белорецкий район? Да, Белорецкий район, да, вот себе на родине езжу. Там как бы собираю. Мне повезло, что я родился в Белорецком районе, где там изобилие вот такого растения. Дальше у нас 2 пальца. Здесь будет у нас следующее отверстие. У нас сейчас где-то 1-2 человека, наверное, умеет играть. Ну, в нашей деревне. А так, да, вот у нас есть в Белорецком районе деревня Шигаева, там вот популярный курай. Вот почему-то вот такой есть закономерность. Дальше вот тоже 3 пальца, но будет отверстие уже сзади. Почему-то вот у нас был гармонь, когда я вот маленький был еще. Я вообще мечтал играть на гармоне. Тогда интерес был, видимо, музыки тянуло здесь с детства. И был, но вот у нас есть деревня Шигаева, там вот популярный курай. Там вот кураисты, вот Мухаммед Тулибаев из этой деревни, вот его школа там. И вот там вот Сельменево, там кураисты в нашем районе, там много кураистов. Вот. Поэтому, а вот у нас меньше кураистов в нашей деревне, у нас, видимо, у нас популярный был карбан. Вот у нас и курай готов. Эту сторону мы чуть-чуть убираем тоже. Вот у нас готов инструмент курай. Вот так. Ну, здесь что-то не так. Вот в этом курае, да, иногда не всегда удачно выходит. Ну, вот немножко, да, по звуку. Ну, на обратной стороне можно изобразить крик журавля.
Безымянным пальцем закрываем второе отверстие и последнее закрываем вот большим пальцем. Вот так примерно работают пальцы. Вот так можете даже сами попробовать потренироваться. До еще получения звука это можно же сделать. Ну, чтобы пальцы привыкали. И закрывается вот это отверстие плотно. Не давить, не силой давить, а просто подушечками пальцами. Они должны закрываться плотно, чтобы воздух не выходил. Если какой-нибудь щель остается, вот, например, такой, уже звук уже некачественный выходит. Вот. Поэтому нужно закрывать плотно. Передо мной это курая из шпона. Это деревянные кураи, которые мы привыкли видеть в продаже. Это вот деревянный курай, его изобрел Вакиль Шугаипов еще в 1971 году. Это было удачной альтернативой тростнику. Ну, тростник же только растет летом, поэтому его надо успеть собирать и летом. И потом не везде растет. Башкиры же не только живут на Урале, да? Они за рубежом. И его пытались сделать из пластмассы, там пластмассы трубочки, из лыжной палки делали. Но вот самую удачную альтернативу придумали Вакиль Шугаипов. Он из шпона изобрел вот этот курай. И вот сейчас этим способом делают уже другие мастера. Вот они уже. И сейчас уже в продаже вот эти кураи, уже деревянные кураи. А тростник остается всегда как бы, ну, тем, что это дошло от наших предков. Наши предки играли на таком курае.